Алло. Алло. Да, привет. Борис Абрамович, Привет, привет. как поживаете? Да, спасибо, все ничего, как вы? Да, я хорошо, спасибо. Отлично. Ну, в принципе, так в двух словах скажу, о чем речь. Насколько я знаю, там ты вот с Ноябрьском, да, занимаешься там и так далее. То есть это все продолжается, да? Да. Вот, просто сейчас вот с рязанским вопросом, там вопрос стоит, там, ну, как бы, так скажем, на пороге банкротства. Вот, и основной кредитор этого завода это мы. Рязанский? Да. Ага. Значит, они нам должны 235 миллиардов рублей. Так, по решению суда, решение вступило в силу. Вот, ну и там есть варианты разные, как себя здесь вести дальше. Вот. У меня там интерес, в общем-то, какую-то часть денег, ту, которую я, скажем, израсходовал, да, и что-то еще оттуда вытащить, да. Есть компании там и финансовые группы, которым, скажем, интересен завод. Ага, все понял. Да, и, в принципе, речь будет в каком-то вот таком ключе. Это отличная постановка. Да. Я еще раз говорю, что Рома как раз вот абсолютно доверенный человек, раз, и второе, он как раз этим занимается. Хорошо, Борис. А ты в Москве вообще или как? А? Ты в Москве вообще? Я в Москве. Я просто завтра улетаю. А ты где, в Москве? Я сейчас в Москве, но я вот завтра улечу в Лондон. Ну, если хочешь, можем увидеться сегодня. Может быть, сегодня, тогда поздно, если можно. Или как? В котором часу это поздно? Ну, подожди, сейчас, ну, не поздно, ну, скажем, давай так, 7:30. Можно? 7:30 можно, тогда разговор в основном будет без меня, то есть я начну. А когда ты можешь? Но было бы лучше, если бы это было... Сейчас я взгляну, сейчас я должен съехать. Игорь, ты звони пока сильно, потому что буквально вместе не задержишь. Я не Евгению, в смысле, а Потанину. Сейчас, одну секунду. Дочку твою с Костиным встречал в этом, у себя там. Да, это я знаю. Я там в основном нахожусь. Это сейчас, дословно не скажу, сейчас одну секундочку. Так. Хорошо, давай попробуем где-нибудь в районе... Так. 8 часов. Окей. А где будешь встречаться? В клубе. В клубе. На Новокузнецкой, да? Вот? Да. Окей. Хорошо, договорились. Спасибо. Ну, счастливо. Давай. Нормально. Да, не, я просто заметил это что третий раз подряд. Аднан говорит, что завтра, то, что он постарается это сделать, чтобы Элизабет Тейлор была. Это еще не гарантировано, что будет эта встреча с Элизабет Тейлор в ее комнате. You are here tonight because you are the best and the brightest, because you understand. As we stand together in the historic city of Istanbul, the symbolic meeting point of the East and the West, we are shining the first bright light on the sad lives of the impoverished children of Chechnya.
сейчас едем российский, дагестанский. Пересекаем сейчас, заедем к чеченской границе. Мы теперь на стороне Чеченстана. Аллах Акбар. Вот эти российские стоят солдаты и милиция российская. Вот на встречах приехали. Вот эти, видишь, старик приехал встречать нас. Вот этот, с ним стоит парень охраны нашего Арсанова. Вот это. Салам алейкум. Çok var. Diagnostik, ja? Hier, Smonkula. Ты что, полбората Vamos, no te llamo, hermano. Распаковка. Лева, привет, Маларий. Привет, дорогой. Привет. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Ну, Казбек сегодня приехал, очень расстроенный. Ну, он так и не понял, для чего Бадри туда приезжал. Я что-то не понял тогда. Я как раз с Бадри разговаривал по телефону, и он сказал, все нормально, все обсудили, все договорились. Кто, значит, расстроенный? Ну, вопрос же стоял о том, что 2,5 единицы привезет. Что? Ты блуждаешься, Маларий. Единицы. А? 2,5 единицы привезет. Маларий, ты что-то перепутал. Я об этом не знаю, я тебе сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал. Потому что ничего, никаких других, как бы, намерений у меня не было. Да, ты меня не понял. Я не знаю, я тогда, когда с тобой разговаривал, я... Маларий, еще раз тебе говорю, я всегда отвечаю прямо на вопрос, да? Всегда. Значит, я тебе сказал, я этот вопрос решить сейчас не смогу. Что смогу, решу, что смог, решил. Все. Борис, скажи, пожалуйста, тогда, в принципе, вокруг этого... Нет, не закрыто. Я же тебе все сказал, Володь, чуть-чуть как ты не слышал нашего разговора. Я сказал, сейчас решить не смогу. Что смогу решить сейчас, решу. В общем, ситуация там, видимо, просто несколько не в курсе, наверное. Ладно, тогда, в общем-то, нужна была, конечно, эта цифра сегодня, очень крайне нужна была. Но раз не получается, как говорится... Хорошо, Володь, я с вами на связи. Хорошо, Борис.